Доброго дня, уважаемые подписчики данного канала. Хочу вас поздравить с открытием охоты, с продолжением охоты. Сегодня многие охотники после подсадной охоты перешли на перелетную птицу, на гусей. А сегодня, вот в преддверии весеннего дня, прошли хорошие соревнования. Ждем результатов. Выступил неплохо, ребята. Сегодня стрельба пошла. Не могу сказать, что занял какое-то место, но стрелял в удовольствие. Мне очень понравилось, как я сегодня выступил. Промахи были, попаданий было больше. Вот. Не считал, сколько я подбил, но факт в том, что есть твердая уверенность в том, где я знаю, где я улучшил стрельбу, и в том, где нужно мне провести определенные коррекции. Ребята, я сегодня хочу короткое видео записать вам про то, что вообще дает стрельба, стендовая стрельба. По мне, например. Вот люди бабахают, ездят, стреляют на соревнования, деньги большие вливают. Понимаю, что не каждый может заниматься этим видом спорта, но с определенной частотой это не будет сильно накладно выходить. Вот, если в месяц, например, 2 раза посещать стенд по 50, по 100 патронов, по 200 патронов, если стрелять, например, это не будет сильно ощутимо. Так вот, что, ребята, дает вообще стендовая стрельба? Я много думал об этом. Какой получается продукт, какая польза, какая выгода. Но на самом деле это вопрос немного относится к разным людям. У каждого свои подходы к этому. Но по мне, например, стрельба стендовая, она дает определенную игру, которая поднимает человеку настроение. А в игре есть, разумеется, игроки и есть препятствия. Вот. Сегодня у нас вот здесь вот препятствия в виде разных мишеней. Ветер сегодня был с утра, холодно было. Вот. Разные моменты могут быть препятствия, даже голод. Вот, субъективно. И в этой игре есть такой продукт, который я хочу получить. Это больше всего, когда человек преодолевает препятствия на пути, да, к следованию, например, мысленно, в основном на соревновании. Но здесь нет в стендовой стрельбе прямого противника, например, как в боксе. Вот раньше в свое время занимался единоборствами, боевыми искусствами. Вот. И есть такие виды спорта, где есть вольная борьба. Вот. Много таких вот столкновений, бои без правил всякие разные. Вот. И, это не спорт, можно сказать. Можно сказать, что спорт. Но в любом случае, стрельба это, ребята, именно то, когда, допустим, есть здесь, конечно, часть того, что человек стреляет, если стреляет 200 мишеней, надо ходить с одного участка на другой участок, стоять, длительные томительные ожидания. Ружье вот это надо поднимать. Мышечная система очень сильно важна, ребята. Но здесь больше всего уделяется именно мыслительному процессу. То, как мы, например, можем победить себя. В жизни это хоть как могут называть, например, психология или как там, я не знаю. Но я не практикую психологию, потому что этому нас не учили. И
В основном в этой области только одно сплошное замешательство. Вот. И только вот по ощущениям, допустим, мишень попадается тогда, когда хорошее настроение. Когда ты не плюешься, не начинаешь там материться, когда обмажешь. И больше всего работаешь самим собой, сохраняя такую тонкую линию в виде спокойного, да, спокойного такого безмятежного состояния, когда человек действительно находится в игровой зоне и видит, например, как летит мишень. Вот. Ну, промажет. Было и такое, проходил, что мазал, искал какие-то причины, что сам судья там подал что-то раньше или там что-то. Но в основном все, ребята, именно зависит от нас самих. Вот. Я понимаю ребят, которые приходят на соревнования, минуя, вот мы с Якутска, преодолеваем очень большие расстояния в центральные города. У нас билеты очень дорогие. Ребята не все богатые, зарплата 50, 60, 70 тысяч и выше есть. Но желание есть стрелять, стреляют, находят деньги, ездят на соревнования. Вот. И то, как я рассказывал, что в виде препятствия, что часовые пояса разные, вот прилетел и уже на следующий день надо выступать. Это все как о себе дает знать. И тема моего рассказа была именно то, что дает стрельба, вот то, что именно человека преодолевает. Ну, не знаю, у каждого же свои вот есть барьеры. Например, где легко, да? У альпиниста, например, там когти себе рвут, например, я не знаю, там умирают, например, на Эверест залазят. Там, ну, это очень экстремальные виды спорта. Нигде нет такого, когда человек что-то может легко взять. Ну и во всем вот в этом, то, что я хотел сказать, именно стрельба, она дает, закаляет человека управлять самим собой. Вот. И этот опыт перекладывать на жизнь. Например, не ругаться, например, в каких-то стрессовых ситуациях. Где-то там на работе, например, да. Если возникает какая-то сложная ситуация, ты улаживаешь эту ситуацию. Вот. Без криков, без оров. Более-менее оптимально. Вот что я хотел сегодня вам, ребята, сказать. И самое последнее. Когда человек побеждает самого себя, он прибавляет. Ну, вы сами знаете же, когда на охоту едешь, преодолеваешь очень большие расстояния, зной, холод, голод, тяжело, изнурительные вот эти длинные поездки у нас в Якутии, прямо там по сутками надо ехать на лодке, на тракторах, ну что угодно. И все это надо преодолевать. Конечно, уставший приезжаешь домой, но после того, как отдохнешь, после того, как отдохнешь, ребята, действительно, энергия обеспечена. Многие мужчины, кто живет в центральных городах, вот в Москве, например, кто занимается охотой, а вот стрельба же стендов, она очень сильно похожа у нас с охотой. Работают, работа-дом, потом выезжают от семьи с хорошими своими близкими друзьями, обнуляются. Мужчине вообще нужен, по идее, такая нагрузка. И когда вот эту нагрузку ты преодолеваешь, считай, на месяц, я не знаю, от сезона к сезону, тонус обеспечен, ребята. Тонус обеспечен, и это очень дает приятное ощущение. На этом, ребята, все. Всем хорошего дня и хорошего настроения.